В первой половине XIII века, свидетельствуют русские летописи, явились народы, о которых как следует никто не знает, кто они, откуда пришли, каков язык их, какого племени, какой веры. Это были монголы. Они уже покорили несколько азиатских государств, разгромили русские дружины на Калке. Новый поход на запад возглавил Батухан, в летописях называемый Батыем. К тому времени трижды 30 монгольским войском втоптано в пыль непокорных племен. С этой безжалостной военной машиной первыми в Восточной Европе вступили в смертельную схватку булгарские, мордовские и русские княжества. И вот в 1236 году, где-то летом, монголы появились на границе Волжской Булгарии. Огромнейшая, богатая страна. И уже спустя несколько месяцев она прекратила свое существование. Уже к 1937 году в развалинах лежали и Булгар, и Жукотин, и Сувар. И летом 1237 года монголы подошли к границам мордовских земель. Они не думали, что здесь будет какое-то сильное сопротивление. Итак, 6 туменов, а это примерно 60 тысяч вооруженных до зубов конников, разгромив Волжскую Булгарию, приступили к выполнению главной задачи, предначертанной Чингисханом – завоеванию вселенной до последнего моря. Но именно здесь, на правобережье Суры, впервые с начала похода на запад, армия монголов нарвалась на настоящего противника в лице защитников города-крепости Буртас. Построена примерно в X веке, это была одна из самых мощных крепостей в регионе, имеющая 4 поперечных вала с рвами и вал с рвом по краю мыса. Средневековые зодчие строили ее строго по плану, с использованием передовых технологий и лучших образцов укреплений. Об этом же свидетельствует и дополнительная полоса препятствий в виде ловчих ям с напольной стороны городища, построенная, вероятно, накануне штурма. По свидетельству средневекового автора Джейхани, через Верхнее Посурье проходил торговый путь из Булгары в Киев, который можно считать ответвлением Великого Шелкового пути. Город фактически контролировал главную переправу через Суру. Выйти к границам Руси можно было только здесь, вокруг непроходимые болота и леса. Именно здесь пересекались пути торговцев из Южной Сибири, Средней Азии, Кавказа, Древней Руси и Волжской Булгарии. Ныне это ценнейший археологический памятник, именуемый в научных кругах Золотаревским городищем, который находится на территории современной Пензенской области. Еще в 60-е годы прошлого века ученые обнаружили следы крепости, разрушенной монголами. Но подлинные масштабы, без преувеличения грандиозной битвы осени 1237 года открылись только сейчас, благодаря уникальным находкам пензенского ученого-археолога Геннадия Белорыбкина. Здесь обнаружены уникальные изделия русских, булгарских, мордовских, китайских, иранских мастеров как бытового, так и культового назначения. И, что удивительно, огромное количество оружия. Одних только наконечников стрел найдено более 2000. Для сравнения, на месте Куликовой битвы найдено всего несколько штук. Особо следует выделить и фрагменты сабельного оружия, число которых превышает количество этого вида оружия со всех поселений Древней Руси, а также множество деталей кольчужного и пластинчатого доспеха. И останки тысяч и тысяч людей с торчащими в них наконечниками стрел, разрубленные и пробитые черепа, а недавно раскопали скелет воина, продолжавшего сжимать в руке булаву. Мы можем смело говорить, что это именно нашествие. Это тотальное уничтожение всех поселений. А с учетом того, что здесь проходила крупная торговая магистраль, она соединяла Волжскую Болгарию с Русью. И здесь очень наезженная была дорога, потому что этот город, он обеспечивал переправу через реку Суру.
И настолько вот сильный был удар монголов, настолько сильно они уничтожили все местное население, что по этой дороге, похоже, уже больше никто не ходил. Она просто-напросто была заброшена, заросла, и поэтому трупы защитников города, жителей города здесь по всей территории лежат до сих пор. И в этом году вот мы вели раскопки, опять нашли 2 новых черепа, один убитый саблей, характерный разрез в черепе, вот, а второй пока, как говорится, он находится на исследовании, но тоже, причем, что интересно, очень часто мы находим одни головы, то есть рубили головы и летели они во все стороны. А тогда здесь жил своей неповторимой жизнью вольный город Буртас. Был ли Буртас чисто булгарским городом? Скорее всего, нет. Многочисленные археологические артефакты свидетельствуют, что здесь мирно сосуществовали и булгары, и русские, и мордва, и, что интересно, аскизы или алтайцы, считавшиеся своего рода варягами Волжско-Уральского региона. Говоря современным языком, это был интернациональный средневековый торговый город, город воинов и купцов, ремесленников и святош. Буртас стал первым непокорившимся городом на пути Великого нашествия. Сюда к осени 1237 года сбежались все, кто уцелел. Люди готовились дать последний бой. Торговец рассыпал чесноки, это такие шипы, чтобы конница копыта ранила. Ремесленники вместе с учениками рыли волчьи ямы, чтобы кони проваливались. Женщины лепили горшки, заряжая их прообразом молотовского коктейля. Отчаяние сплотило всех. И никто не спрашивал какой-то веры, национальности. И они бежали вот по этой натоптанной дороге, бежали на Русь, бежали вот сюда. И поэтому это было единственное пристанище, куда можно было сбежать и укрыться. И более того, местный князь, он специально готовился к этому сражению. Прекрасно понимал, что идет тотальное уничтожение. Поэтому и этот город, и все ближайшие города и крепости очень активно готовились к обороне. Но против мощи монгольской армии выстоять никто не мог. Оборонять крепость предполагалось долго. Раскапывая один из рвов, ученые наткнулись на целый амбар, где в глиняных горшках хранилось зерно объемом аж в несколько десятков мешков. Вот горошины есть, это вот просяные зернышки, это вот овес, скорее всего, это рожь толстенькая. Так, вот пшеница есть, вот пшеничка. Вот это вообще уникальное сочетание разных предметов. Здесь, ну это волей случая, конечно, нам просто удивительно повезло. Здесь вот несколько сюльгам, вот раз, два, три, Мордовское? Это чисто мордовское украшение, сюльгамы. Они использовались вместо застежек, ну как булавки. Вот. И побывали в огне, поэтому, видите, немножко там испеклись, форму потеряли. И здесь же прикипела вот эта пластина, вот если ее перевернуть, вот ее внешний вид, это типично украшение аскизской культуры. Это на Алтае такая культура. Их воины здесь, на Золотаревском городище, несли службу. И вот видите, в одном месте и мордовские сюльгамы, и аскизские украшения. Сплавились. Да. То есть иногда есть такие споры, что аскизы проходили мимо, и вообще тут совершенно случайно. Вот это подтверждает, что ничего не случайно, что они вместе жили. Монголы не любили штурмовать крепости. Если бы не китайцы с бухарцами и их учителя, вообще бы ни Руси, ни Волжской Булгарии им не видать. Плано Карпини, монах-францисканец, посланный папой Иннокентием IV к монголо-татарам, так описывает тактику осады укреплений монголами. Если встретится такая крепость, они окружают ее и ни на один день или ночь не прекращают сражения, так что находящиеся на укреплениях не имеют отдыха. Сами же они отдыхают, так как они разделяют войска, и одно сменяет в бою другое, так что они не очень утомляются. Существует легенда о золотой стреле Батыя. И вот под Буртасом найдена такая стрела, в наконечнике есть золотые вкрапления. Вот по легенде Батый как бы дал отмашку для боя, для штурма. Они зажали город в кольцо,
живое кольцо из всадников, и стало кольцо вращаться, и был бой. Защитники города сражались до последнего, а когда всех способных держать оружие перебили, оставшиеся в живых стариков, женщин и детей согнали в большой амбар и подожгли. На том месте археологи обнаружили груду обгоревших костей. История этого дома – это фактически история гибели города. Монголы, когда город окружили, они поставили вокруг него камеметные машины и сначала очень долго забрасывали каменными снарядами. Здесь по всей территории города валяются разбитые, целые вот эти каменные снаряды. Здесь были найдены останки 4 человек. Значит, один – это мужчина лет 50, потом женщина и мужчина лет 30 и ребенок лет 14. Причем все они родственники. Убиты были все одним и тем же предметом. Погибли все до одного. Вот что интересно, здесь, судя по материалам, были и местные жители, и наемники, вот, там и русские. Кстати, очень много мордовского населения здесь было, и они тоже с оружием в руках защищали этот город. И, что интересно, никто не ушел. Все выполнили свой долг до конца. То есть плечом к плечу погибли здесь и русские, и мордвины, и болгары. И, что самое интересное, даже половцы, кыпчаки, которые всю жизнь враждовали с Русью, мы находим здесь их вещи, их оружие, их предметы. То есть даже они защищали крепость от нашествия монголов. Они же видели, да, что все города погибали, что сила огромная. Ну, казалось бы, ну, сбеги, спрячься. Тем не менее, нет, сражались до последнего. То есть, вот я восхищаюсь этими людьми, знаете, в каком плане? Это были профессионалы в полном смысле этого слова. То есть, если он военный, он свой долг выполнит до конца. Чего бы это ему не стоило. Наверное, кодекс чести вот какой-то был, который не позволял им оставить свой боевой пост, уйти. Вот. Его просто презирали бы. Потом сказали: о, да ты сбежал вместо того, чтобы защищать. На тебя, как говорится, там надеялись. И поэтому люди сражались до победного конца, либо, как говорится, до смерти. Ученые полагают, что это был последний город перед походом монголов на Русь. Но сказано в Писании: и последние станут первыми. Русские и мордва, булгары и алтайцы, они первыми приняли на себя удар монгольской военной машины. Они погибли все поголовно, погибли непокоренными. Но их сопротивление объективно ослабило Батыеву мощь. Для него Бурта стал первым злым городом. Ослепленный гневом, Батый приказал спешно покинуть разрушенный город и двинуть тумены на русские города. Только этим можно объяснить наличие на месте раскопок большого количества оружия, немалой по средневековым меркам ценность. Видно, слишком спешил Батый, что даже пренебрег ценными трофеями. Но его планам блицкрига не суждено было сбыться. Только в декабре, месяце не слишком благоприятном для начала войны, стрелы монгольские засвистели над Рязанью. Крепость Буртас – это, образно говоря, Брест Средневековья. Через 700 с небольшим лет после нашествия монгольских орд с востока на наше Отечество обрушилось не менее опустошительное нашествие фашистских орд с запада. И здесь, на пограничье, военная машина агрессора споткнулась о героическое сопротивление солдат и офицеров Брестской крепости. И опять в числе защитников 33 национальностей были и русские, и потомки булгар, и аскизов-алтайцев, и мордовские воины.